Коллеги, добрый день. СМИРа продолжает свою работу. Сегодня у нас брифинг. У нас в гостях депутаты парламента Абхазии Эрик Штуни, Кампачи и Наур Нормания. Они выразят свое отношение к заявлению президента, которое он сделал в Общественной палате 7 июля. Пожалуйста, предоставляем вам слово, кто хочет высказаться. Если позволите, здравствуйте, уважаемые журналисты, уважаемые коллеги. Хотелось бы прокомментировать высказывания, прозвучавшие в Общественной палате. И также хотелось бы напомнить, если кто-то не знает, Конституцию Республики Абхазия и главу 1, статью 7, где четко указано, что государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основании разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти являются самостоятельными. Также Конституции глава 3 посвящена также законодательной власти, если, наверное, кто-то об этом позабыл. Что хотелось бы добавить еще по поводу высказывания относительно того, что кто-то кому-то что-то должен. Хотелось бы сказать мое сугубо личное мнение, как депутата парламента, кому и что я должен. Я в первую очередь должен своей родине, своим родителям и своему народу, своим избирателям, которые делегируют меня в парламент. Также хотелось бы остановиться на том, что суть всего общения в Общественной палате заключалась в том, что на повестке был вопрос по апартаментам, как вы все прекрасно знаете и понимаете. И хотелось бы здесь тоже остановиться на том, что неоднократно у нас были посвящены совещания по этому поводу. Сам законопроект оказался у нас в парламенте не так давно. И существует такая рабочая атмосфера в парламенте, где этот законопроект рассматривается. Был комитет, на котором присутствовали и глава администрации президента, и премьер-министр, где подробно и четко, в принципе, и депутаты высказали свое мнение, и выслушали аргументы исполнительной власти. Но суть в том, что, еще раз говорю, что работа идет над этим законопроектом, и никто форсировать эту работу не собирается. А завтра также у нас будет комитет правовой, где будет поднят этот вопрос с привлечением политических партий, общественных организаций. Но в то же время мне бы хотелось бы высказать свое мнение по этому поводу. Вот законопроект по апартаментам, это что для нас такой фундаментальный законопроект. Все мы понимаем, что экономическая составляющая на сегодняшний день, она нам необходима. И поэтому, в принципе, мы вовлечены во всю эту работу. Но в то же время существуют такие законопроекты, как закон, допустим, который у нас отсутствует, это закон об образовании, закон о госслужбе. А если говорить о том, что мы рассматриваем сегодня, допустим, тот же законопроект об апартаментах, можно здесь сказать о том, что у нас отсутствует и градостроительный кодекс, и система земельного кадастра отсутствует, система зонирования отсутствует. Да, огромное количество тех законопроектов, на мой взгляд, более фундаментальных, которые у нас сегодня в стране отсутствуют. Но почему-то приоритет сегодня мы отдаем именно единственному законопроекту по апартаментам. В данной ситуации еще раз хотелось бы подчеркнуть, что и депутаты парламента, и я лично еще раз говорю о том, что никто форсировать сегодня и бежать впереди паровоза не собирается. Работа ведется в штатном режиме, парламент готов к этой работе, но хочется подчеркнуть то, что этот законопроект разбирается по косточкам.
И сегодня здесь еще и коллеги, я думаю, подтвердят, что те высказывания, которые прозвучали парламенту, они не понравились. И в таком примере того, что вообще за всю историю Абхазии происходило, по-моему, это было первый раз. Спасибо. Спасибо. Валерий, пожалуйста. Я, Анатолий Геннадьевич, выступлю. Добрый день. Хотелось бы для начала напомнить, что парламент Республики Абхазия независимая, самостоятельная, полноценная ветвь власти. И я считаю, что совершенно недопустимым такой тон общения со стороны президента. Если кто-то считает, что самый короткий путь к цели – это приказной тон, то он глубоко ошибается. Таким способом надавить на парламент считаю недопустимым. Ни один государственный деятель не позволял себе подобной риторики. О том, что должен парламент, написано в главном законе страны. В приказном тоне говорить, что мы должны, то никто никому ничего не должен, как только Родине и родителям. Мы, чтя память погибших, передавших любовь и уважение к родной Апсны, стремясь обеспечить благополучие и процветание будущим поколениям, исходя из ответственности за свою родину, перед нынешней молодежью, сознавая себя суверенным государством, не можем допустить распродажи недвижимости иностранным лицам и компаниям. При этом у каждого свой разум, сердце и душа, у каждого свое видение в принятии решения. И я надеюсь, что каждый сделает свой взвешенный, правильный выбор в соответствии с законом. Лично я могу заявить и говорить за себя, я буду голосовать против законопроекта по апартаментам. Считаю необходимым провести встречу со своими избирателями и выслушать голос народа. Выбирали меня они, их решение будет моим решением. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Валерий. Ну, я, в принципе, подписываюсь по большому счету каждым высказанным мнением и словами моих коллег. Ну, за исключением, может быть, отдельных их видений, но в целом у нас одинаковое видение этого вопроса. Кроме того, Эрик Сагатович несколько раз говорил насчет завтрашнего нашего заседания, оно будет открыто. Пользуясь случаем, я вас всех приглашаю. Вернее, мы всех вас приглашаем, 12 часов, завтра комитетское слушание. Мы, кстати, приглашаем и абхазское телевидение. Пусть придет наконец и осветит очень важный вопрос. Теперь непосредственно к тому, за что мы сегодня собрались. Я два слова на абхазском скажу. Без арах означает, что нам слышали здесь, что избран за рабея, почему качаться не сфастаху. Абия рикается за саробус, азныка за бус симскай. Аби тахумза алаби хада хулас. Просто дхак зелумкай. Уёвый на сиахли жрому бри. Ахабас на сачалаца на бихаре, значит, президенты. А премьер-министр Хайзука Зааша Чалацана Бас Хайфсны, аби Хамцацов и Тахуаха Зелм Ашхес. Вот, на самом деле, Тахум Зеровой, Ахайз, Разум Избанза, Настира, Насалава, Джерай Палава, Нома, Карука, Дупа, Нома, Чапха, Ера и Хахига, Зус Паказа, Лапаха, Вини, Чаускану, Вильнас, Душпатриот, Алла,
ייתכן זה עלות נסבי הזער נמצא חבוש שזבות. אחרי נסחוצ'יק סוחמר זה רק אחרי אחמר ג'יו דרווי ג'רה. נסווי ילקענו נסובוש סוחמר לזרווי. אחרי שתחתלה ירזער עזיז לזוך. נסבאז נזוי ויג'י אשכון שם, אצ'ארה שם. אשכון, אצ'ארה בזיר שחמו, כמדורו, זה פרלמנט הפנה. נספר הפשע יזמודו בזמן דאו בך, יזמודו בזמן דאו בך, ירחין זרו, דארה הבריאה שבגזיר ורגר פיו פשקנסו. פייתון סרוק בוגוי, הרי תורדגי יחם גיחה, הרי יחם אצ'קונסיטי יערה נסתחז ירשו בזמן זה נסיש דובה, הרי יחלק זכתס זכת רקובירך כדי זמה כזה שחי, יסתחז ירשו. אחי יסתכני אם אז גרשו בזמן זה זכות успока, אז רק ככה. Абринахас с фотографией тоже в связи свой. Многие сегодня хотели присутствовать, но в связи с известными ситуациями, значит, с наводнением, связанными с катаклизмами природными, значит, у них у всех, значит, такие проблемы в домашнем обиходе, там, в частном бизнесе, все пострадали. Гаргинский район, как вы знаете, очень сильно пострадал, наш народ очень серьезно пострадал. Мелкий бизнес, просто крестьянские хозяйства и так далее. И те шуточки, которые наш президент тоже отпускал, наверное, вы видели, наверное, это он таким образом, наверное, поддерживал наше население. Я так это воспринял. И потом многие тоже сегодня, которые хотели, не присутствуют. Теперь по самому высказыванию. Я не буду повторяться, что мы там законодательная ветвь власти, значит, независимая и так далее, и так далее, и так далее. Это уже обо всем сказано. Ну, некоторые, значит, если взять в целом, да, парламент в основной своей, в большинстве своей, значит, по сути, они осудили все это. Ну, кто-то может высказывать, кто-то не может, кто-то просто, ну, по этическим соображениям, видимо, не хочет говорить, но за исключением немногих депутатов, все остальные это на самом деле осудили это высказывание и приняли это как давление, некое давление на парламент. Но при всем при этом у них они остаются со своим мнением, и я благодарен многим депутатам, что они, несмотря на все такое давление, они идут по намеченному пути, а пути разные бывают. В данном случае завтра у нас будет комитет. Мы до этого огласили об этом. Вот, например, я буду, значит, просить, чтобы этот законопроект вернули президенту. Я, как один из лидеров оппозиции, конечно, мог встать в стойку и сказать, что этот закон ни в каком виде я не приемлю. Но, во-первых, первым долгом я сейчас еще и депутат, как вы знаете, и как законодатель я обязан, конечно, рассмотреть любой законопроект и отдать оценку этому законопроекту. Его плюсы, минусы и все остальное. Я так это вижу. Я не то, что кто-то сказал, что не будет. Я никого не осуждаю, я сейчас свое буду. И в связи с этим, значит, Айдгулар и я непосредственно внесли 2-3, на мой взгляд, очень важных изменений в этот закон. И потому в том виде, в котором сегодня закон существует, и для меня вообще неприемлемо даже принятие в первом чтении. То есть, если мы его возьмем за основу и примем его первое, значит, чтение, я считаю, что мы просто изменили своим принципам, просто каким-то образом мы начинаем сдавать свою страну, своих людей, надежду людей на светлое будущее, завтрашнее светлое будущее. Многие наши, такие адвокаты тоже у нас есть, говорят, что человек отговорился там и так далее, и так далее. Ну, извините меня, эти отговорки по Фрейду нам могут довести до беды. Там, значит, оговорился по Фрейду по тому, что мы должны, оговорился по Фрейду, когда он нам, значит, назначал временные рамки ставил. Понимаете, ну, очень странно это все. В свете всех этих событий, недавно, если вы помните, когда, значит, Решетников приезжал и осматривал, значит,
место застройки Москва-Резорт. Кстати, там присутствовали наши большие чиновники, да, которые должны отстаивать первым долгом интересы Абхазии. Как вы помните, представитель Москва-Резорт вообще не стесняясь говорил, что это анклав, это и все остальное. При всем при этом ни один из наших чиновников не попытался ни остановить этого человека, не, как говорится, или поправить, или вообще как бы возразить с его выражением, да. Для тех, кто не понимает, что такое анклав, да, анклав это территория какого-либо государства или часть ее со всех сторон окруженная территорией другого государства. То есть мы принимаем это словосочетание или это слово анклав, и наши чиновники это принимают, заведомо понимая, что за этим словом стоит. Да? Вообще такое ощущение, что идет вымывание, да, в сознании нашего народа, вообще понимание страны, отечества, там, самостоятельности и вообще завтрашнего нашего будущего. Все вот эти вот национальные идеи просто вымываются в сознании нашего народа. Это просто сознательно все это идет. И потому я вам хочу сказать, при всем при том, что я был все это время готов был, значит, не какие-то, а существенные внести в этот закон. И, в принципе, может быть, сегодня буду готов, если власть покажет, что она готова вернуть этот закон, нести все изменения, которые мы предоставили. Я, насколько знаю, что очень много других депутатов, даже пропрезидентские депутаты, очень много уже имеют поправок к этому закону. Если все с учетом этого, новый закон к нам внесут, мы уже потом готовы с ним работать. В том виде, в котором сегодня существует закон, мы вообще не приемлем. Мы не можем этот закон даже в первом чтении принимать. И потому я просил бы, конечно, и президента, и исполнительную власть быть аккуратным в своих высказываниях. И вообще, наверное, все-таки надо к парламенту относиться так, как это необходимо, так, как это гласит закон. И вообще, я не знаю, кто кому что должен. Я, насколько знаю, в большинстве случаев нет, вообще, наверное, во всех 100%. Я не знаю такого депутата, в какой-то мере какой-то груз носил бы на себе, за который он должен отвечать перед кем-то. Я таких депутатов не знаю, может, я не все знаю, но я думаю, что таких депутатов практически нет. И осуждать или заведомо значит, вносить в народ такую историю, что мы кому-то что-то должны, но это первым долгом некрасиво, как минимум некрасиво, не по-джентльменски, как хотите назовите. То есть вот, у нас вот такая вот, у нас такое отношение ко всем этим процессам, которые происходили за последние там, неделю, 5-6 дней. Почему мы только сегодня это, значит, решили высказаться? Ну, вы знаете, во-первых, это был конец недели, потом видели, что произошло в Гаграх, там, в районах нашей республики. В свете этих всех событий сейчас сидеть и обсуждать какие-то вопросы было как-то некорректно для нас, потому что народ мучается, мы как будто о чем-то говорим, потому мы выдержали паузу, посмотрели, как минимум, насколько нам известно, вроде нет жертв, и то уже хорошо, и потому мы решили сегодня дать вот, как бы, да, наше видение этих. Хорошо, коллеги, на этом мы завершим наш брифинг. Спасибо большое.